На этих листах бумаги не просто фамилии, а целые истории и судьбы 30 разных людей, проживавших в Ингушетии, опоши, погибших или без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Адамалгам Ахметов, Василий Абрамов, Сумыль Алероев. В этих списках представители разных народов Советского Союза. На данный момент их имена и место рождения – единственная информация, которой располагают сотрудники архива. Но поиск сведений продолжается. Начиная с 2009 года Госархив Республики ведет активную работу по поиску погибших и без вести пропавших уроженцев Ингушетии в годы Великой Отечественной войны. Каждый месяц списки обновляются. Так уже есть сведения о 1435 жителях, в том числе и известных героях, летчиков боевой авиации, которые некоторое время считались убитыми или без вести пропавшими. Стоит упомянуть самого первого из них, это можно назвать даже пионером среди авиаторов, наверное, не только ингушей, может быть, и на Северном Кавказе. Это был Рашидбек Ахриев, сын этнографа Чаха Ахриева. Он еще начинал на бипланах Первой мировой войны. Дальше уже, в принципе, после окончания между двух войн он осваивал гражданскую авиацию, как и на Украине, так и в Средней Азии. В годы Великой Отечественной войны он опять был призван на фронт. В принципе, он летал на транспортном самолете и доставлял оружие, медикаменты, продукты в блокадный Ленинград. Там и погиб, выполняя очередное боевое задание. Еще один летчик, герой России Мурат Оздоев. За годы войны им было совершено 248 боевых вылетов. 25 января 1945 года во время очередного полета Мурат Оздоев был сбит зенитной установкой противника. Долгое время его считали убитым и даже наградили посмертно орденом Отечественной войны первой степени. Однако ему удалось выжить. И позже он вернулся на фронт. За годы службы Мурат Оздоев был награжден десятками наград, в том числе орденом Красной Звезды. Но в январе 1946 года его депортировали в Казахстан. И лишь спустя десятки лет он был реабилитирован и награжден в 1995 году Золотой звездой Героя России. Также сотрудниками архива осуществляется поиск ветеранов войны, уроженцев Ингушетии, имеющих награды. Еще один Герой России, информацию о котором до сих пор собирают сотрудники Госархива, старший лейтенант Шервани Костоев. В период боевого вылета он сбил, по-моему, если не ошибаюсь, уничтожил военную колонну из 11 боевых машин и танков. Вот. Возвращаясь именно в небе над Кёнигсбергом, ныне это Калининград, столкнулся с немецким легким истребителем Фокке-Вульф 190 и также его сбил. Вот. Ну, прошел всю войну и, как я уже отмечал раньше, погиб уже в 1949 году, будучи уже на поприще летчика-испытателя. Поиск людей, а также новой информации по уже известным личностям – совместная работа Государственного архива и музеев республики. Однако основные источники информации – это электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» и электронная база обобщенного банка данных «Мемориал», созданного по инициативе Министерства обороны РФ. Цель проекта – предоставить возможность каждому гражданину России узнать о судьбе и месте захоронения своих дедов и прадедов. Банк данных регулярно пополняется новыми сведениями. Мы забиваем фамилию, открываем его, и здесь уже списки именно вот по этой фамилии идут имена. И тут нам открывается информация, кто это человек, какого года он рождения, откуда он был, в каких родах войсках, в каких родах войсках служил он и в каком году и где погиб, или конкретно где был похоронен. В планах у Госархива создание книги памяти, куда войдут имена всех уроженцев Ингушетии, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В год столетия архивной службы России, а также 25-летия Государственного архива Ингушетии эта работа ведется еще активнее. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24.